Большое, большое спасибо вам за вот эту нашу встречу. Спасибо. Там мне, чтобы начать разговор, я сейчас смотрю как раз на портрет Ильмурзы Хаджи, он оставил о себе память, уровень своих знаний на этой фотографии. Если внимательно посмотреть, можно увидеть, что свет и тень проходят точно по половине посоха, по половине головы, то есть янь-инь, если говорить там по-китайски. Вот эти вот знания, которые он заложил просто в фотографии, заставляют меня изучать материальную структуру, оставленную жреческим вот этим пониманием мира. Поскольку у меня специальность метролога, это система измерений, мера, образцы, там, так далее, я смотрел с этой позиции, с позиции еще синергетики. Для чего это он так на фотографии стал, чтобы у него под ногами было 3 тени, и солнечный свет точно загораживал половину его тела. Я стал смотреть, это слишком много информации для метролога. Стал смотреть, обнаружил. Вот храм Тхабаерды в Ингушетии, восстановленный грузинскими монахами. В этом храме старое здание имеет размеры 17 метров на 8 метров. Храм сам 8 века. Метры были введены человечеством в 1796 году. А в 8 веке, вот жрецы, которые строили этот храм в 8 веке, они использовали метр. Как же так получается разрыв? 1000 лет между метром. Затем я стал смотреть, там есть проемы дверные. Они, каждый из них по 3 ярда, 274 сантиметра. То есть и единица измерения инч, ярд, тоже употреблялся в 8 веке. Человечеству был известен он только вот в 18 веке, 1796 году и далее в Англии. Я стал с этой позиции смотреть, это английская как бы мера, ярд, инч. Стал смотреть, нашел раскопки могил. В Ингушетии, это еще крупновские студенты занимались, никто не обратил внимания, но они четко эти могилы описывали. И там несколько могил, где скелет лежит точно в сторону Англии головой. То есть, значит, с Англии приходили друиды к жрецам на Кавказ. Друиды – это те же жрецы английские. Стал изучать Стоунхендж. Это практически карта Солнечной системы. Тогда я стал обращать внимание на все цифры, которые заложены в храме. Она дает разгадку пирамид. То есть там использовался наш кавказский измерительный размер локоть. Когда мы кидаемся, допустим, читать Библию, Коран и Тору, то мы обнаруживаем, что Ноев ковчег везде описывается, что в Кавказских горах. Прометей прикован к Кавказским горам. Ной виноград свой до Нахичевани сажал на Кавказе. И тогда получается, что мы произошли как бы в самом начале где-то от сына Ноя. Когда стал изучать, там получается Иофет. Иофет был самый старший сын. И получается, наследие грузинам и ингушам как раз от Иофета идет, ДНК. Я оставил это дело в покое, потому что наукой я это доказать не могу. Наукой. Но я убежден, что именно Иофет. Дальше Сим и Хам – это отдельная история. Затем, значит, этот храм Тхабаерды посещали не только жрецы Грузии, Северного Кавказа, друиды Англии, но туда же еще залезли крестоносцы. Крестоносцы
схватил там, построил Константинополь, Византию захватил, они начали на Северном Кавказе наводить свой порядок. И вот был украден платиново-иридиевый сердечник, который хранился в хранилище храма Тхабаерды длиной 1 метр. Вот этот сердечник был как раз, присутствовал у тамплиеров на заседании Французской академии наук в 1796 году, когда они принимали метр под надуманным предлогом, что диаметр Земли был такой-то, и на 40 тысяч, если разделить, получается 1 метр. Нет, диаметр Земли совершенно другой размер, тем более по ихней долготе. Затем, если принять, откуда иридиевый, платино-иридиевый сердечник, если только через 6 лет Европа узнала, что такое иридий, металл, в 1806 году. Затем я просмотрел все платиновые рудники. Только в Грузии, в Колхиде, находится платиновый рудник с иридиевым включением. То есть вот эти знания, они очень интересны в том смысле, что жрецы обладали глобальными знаниями. Что такое метр, что такое ярд, что такое локоть, что такое биоплазма, который можно прожечь одноразовый портал в параллельный мир или куда-то туда. Затем, когда обнаружил я, что плащаница туринская XII века, то это совпало с тем, что крестоносцы зашли на Кавказ. И тот человек, который вспыхнул у них в плащанице, это кавказец. Рост у него 1,83 м. Никак это открыть не может католическое священство, хотя туринская плащаница находится у них. Вот этим вопросом надо было бы заняться. Кто еще вспыхнул в плащанице? Это туринская плащаница, но вывезена она крестоносцами, потому что они были напуганы вот этим вот моментом. Это XII век. И вот это изучение о чисто материальном плане. Как, допустим, жрец вызывал дождь. Свидетели были, и свидетели мне говорили, что да, дождь шел. Мне было интересно, почему жрец, зная о том, что засуха, ждал, пока к нему придут и попросят сделать дождь. Вот это было очень интересно мне. Мало того, мне описали, тех времен сверстники описали, как он делал дождь. То есть он выкапывал яму в глине, приходили к нему его же сородичи с его же деревни в белых рубашках новых, в белых одеяниях новых, и он заставлял прыгать в эту грязную воду всех. После этого он издавал какой-то возглас, и все они говорят, утверждают, свидетели и те, которые это делали, утверждают, что дождь пошел. Мне стало интересно. Я со всех своих образовательных этих взял, уже стал копаться везде. Нигде следов нет. Единственный след – это через гранитный слой выходит атомарный водород, и каким-то образом этот атомарный водород, этот поток, жрец мог модулировать вот этими отрицательными эмоциями людей, которые вынуждены в чистых новых рубашках прыгать в грязную воду. Это какая-то научная сенсация, в принципе. И тогда получилось, что атомарный водород, эти жрецы знали, откуда этот поток выходит. Я наткнулся на то, что есть места на Кавказе, где строились дома, башни. Это натягивались какие-то нити. На эти нити кусочки мяса. И определенное время смотрели за этим делом. И где гнило мясо, там не строили дом. И вот такие моменты очень много. Но они уже описаны. Мне там повторять не хочется, они уже описаны, вот эти дела. Что бы вас интересовало еще, только с материальной точки зрения, там я могу рассуждать.
Я физик и радиотехник, и метролог. Мудрецы знали людей, которые связаны с темными силами. И они их практически от себя далеко-далеко удаляли. А второе. Вот, например, то место, которое я знаю, изучал, Ингушетия, там все храмы, древние храмы, все это университеты. Вот, например, храм Тхабаерды, это практически был университет по астрономии, по звездам полностью, и по природе самого человека. И еще вторично они тащили вопрос охоты и леса, то есть экологические вопросы. Другой храм, Тушоли он называется, это был храм, в котором преподавали плодородие, земля, весной, что сеять, что пахать, как ухаживать за кукурузой. И любой там мог получить эти знания. То есть это сельскохозяйственный как бы был храм. Потом, правда, превращалось, вы сами знаете, как это, язычество, мезычество, на самом деле это были знания. Вот, например, Паленки, это где у нас? В Мексике. Там находится плита в пирамиде. Бедная эта плита, как только ее не называют. То космонавт, то астронавт. А фактически, это сельскохозяйственная машина по селекции кукурузы. И в ней находится этот человек, которому программу вписали в голову. Он занимается селекцией. Интересно, если вот сейчас на практике, если у вас есть люди, которые этим знанием, вот этими древними знаниями или занимаются, или чувствуют, или их чувствительность повысилась за эти годы и раскрылись какие-нибудь таланты. Вот сейчас какое у вас положение? Как у вас с этим совсем? Ну, я могу на эту тему тоже говорить. Значит, Эль-Мурза после 1896 года прекратил свою деятельность как жрец, потому что закончилась эпоха. Эпоха закончилась по календарю вот этого послепотопного. Они знали, он вел этот календарь, и в 1896 году Земля оказалась в таком положении, что нужно было ему перейти на другую сторону. Он совершил во все святые места поход, выбрал ислам и пешком принес в своей душе ислам. 1896 год для него был определяющий. Я стал это искать. Почему он разогнал всю свою вот эту паству? Ведь он же еще был знахарем, умел лечить людей. Оказалось, что это он оставил, это у него было до конца жизни, знахарство. Мало того, его сын Берт, на музыкальном инструменте лечил людей. Музыкотерапия. Этот инструмент похож на виолончель, и на нашем языке он говорится чондерк. Он похож на виолончель. Он извлекал оттуда звуки и в основном лечил женские болезни. Он же, как знахарь, лечил практически все, что он пожелает. В частности, Булгакова освободил от морфинизма, посадив его как бы в пещеру чудес. Об этом рассказывал, значит, его переводчик, когда писалась книга Шиллингом про ингушей и чеченцев. Он там с ним беседовал и со слов Эль-Мурзы написал эту книгу «Ингуши и чеченцы». Она хранится сейчас в архивах Санкт-Петербурга. Мне в 90-х годах удалось копию взять, ксерокопию. Вот. И он этих людей все же, вот тех, которые субсенсорным восприятием, которые все это умеют, он там направление дал такое, что все знания
переданы Гуржиеву. Это будущий советник Сталина, да, он? Гуржиеву. И вот этот способ лечения, гештальт-терапия, гештальт-психология, это наше в горах получено Гуржиевым знание. И он его по всему миру понес. Гештальт-терапия. Вот это я знаю. Теперь, значит, насчет пирамиды Хеопса. Пирамида Хеопса, она называется Хафу. Хафу это переводится с нашего языка «ветер времени». Практически, если математически посмотреть на эту пирамиду, на другие пирамиды, это карта Солнечной системы, динамики развития ее до окончания. И она как раз описывает то время, пирамида описывает то время, которое в Библии называется 666. Были ли у него включения в какой-то всемирный разум? Я утверждать не могу, но он был достаточно ясновидящим. Определял то, это, другое, даже будучи в исламе. Сейчас собрали все документы о нем, все исторические справки, и они все затребовались, главной муфти мусульманской религии в Москве, который находится, они изучают, почему он принял ислам в таком почтенном возрасте. Это где-то 130 лет. Будучи жрецом всю жизнь, на посохе у него он более 100 зарубок сделал. Жрецы делали на посохе зарубки, сколько лет он находится. И потом, умирая, они передавали свой посох другому жрецу. И тот продолжал вот эти зарубки делать. Посох четырехгранный. Сейчас он хранится в схроне, где сделал сам Эль-Мурза перед смертью. Он в своей деревне сказал, что вот в Шуане он и сказал, что я через неделю умру, я пошел в пещеру на пост, лошадь я вам оставляю, она после меня умрет через 3 дня, похороните ее. И это совпало день в день. И посох, остальная атрибутика у него хранится в схроне. Я не могу сказать, где она, но я его видел. Не знаю, зачем я туда залез. Это было еще в 80-х годах. Вот, поэтому это то, что я могу сказать. А вот эзотерические знания, может быть, и есть такие люди. Они были в 90-х годах в Чечено-Ингушетии. Там какие-то приемы я знаю, потому что гештальт-психология распространилась настолько, что на Украине преподавал Кандыба. Вот это самое, полная релаксация и действие это. Но я еще одну вещь могу сказать. В древнем языке, фонемном языке, есть такое слово «ламазо» на чеченском ингушском языке. Оно сейчас почему-то называется молитва. То есть становится человек на молитву, делает ламаза. А фактически она переводится в этот слушать голос гор. Лам это гора, по-русски это красивый. Красивый, да? Ламазо. И вот получается, что это ламаза делали эти люди, слушали безмолвие гор. И получается, что они включались вот через это безмолвие к получению каким-то знаниям. То есть медитация, что ли, размышления. Вот это я могу сказать точно. И называется это лам-азо. Азо это звук, а лам это гора. Это осталось. И в арабском языке осталось. Затем в храме Тхабаирды почему-то постоянно упоминался Сириус. Звезда Сириус. На нашем языке Шейра, двойная звезда. В Коране суре звезда, она так по-арабски называется, но переводится напрямую звезда Сириус. А с нашего языка переводится, это же слово арабского языка, переводится как двойная звезда. А что Сириус двойная звезда, узнали в 1950 году.
Мгм. Поэтому там опережающие знания, да, достойны изучения. Поэтому с Ростова этнографы занимались этим делом, с Москвы. Потому что там, вот, например, в 1896 году этнографы с Академии наук, царской еще, увезли надгробный памятник с надписью «Здесь похоронен Пифагор». Это в 1896 году. Пифагор с нашего языка – это человек, видящий числа пи и фи, то есть золотую пропорцию и число иррациональное пи. Вот этот памятник увезен. Там получается, что кто-то занимался, ну, угробить историю. Невыгодно, видимо, было это делать. Поэтому нам, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Вот то, что я говорю, тоже будет или задавлено, или затроллено. Но у меня есть подтверждение. И вот вашим изысканиям чем помочь? Я даже не знаю, кроме того, что вспомнить, что мне говорили и что есть, пальцем показать. А пальцем я могу показать метр, 17 метров длина, 8 метров ширина. Старая часть храма. И грузинские монахи остались на рельефе, что мы сделали, восстановили этот храм, рисунок такой, сидящему. И виноградарь рукой показывает, что ради него сделано, а у него на ушах виноград висит, на одном ухе. А второй с кинжалом стоит и одной рукой показывает на сидящего. То есть, кого они имели в виду, сидящего, я не знаю. Предполагаю, очевидно, это Ноевский храм. И когда я обнаружил, что храм Тхабаирды находится на высоте 11 596 дециметров, который совпадает с окончанием потопа до нашей эры, я тогда понял, что это рельеф, вот это рельефный рисунок, там Ной изображен. Вот это я могу сказать. А фактически календарь у нас на Кавказе велся, и этот прадед Эльмурза, хранитель этого календаря, с момента пролета кометы Галлея после потопа. То есть в 11 542 году первый раз появилась после потопа комета Галлея. Она раньше называлась по-другому. И вот эти все периоды, единственная нация, которая не боялась пролета кометы Галлея, это с той стороны и с этой стороны вот этого нашего хребта, что они. Все жрецы говорили, что это пролетела комета, ну и что, появится хороший человек. Это в те времена, когда во всех странах били в тазики, кричали, там под столы залазили, боялись пролета кометы Галлея. Вот это есть еще один штрих. Теперь комета Галлея 4 оборота дает 304 года. Если считать, как сейчас говорят, 76 лет там. А фактически у него прецессии есть. И там получается 300 и между еще до 9 лет. Вот эта штука описана в Коране. В Коране сура 18, пещера. Что там молодые люди, и они появляются через 309 лет. Похоже, что если так астрономически смотреть, на этой комете Галлея находится пещера какая-то, где в анабиозе лежат люди. Вот этот вопрос тоже исследовать надо было бы. Это глыба льда. Огромная глыба льда. Вот этот момент тоже у меня под вопросом. Он очень интересный по совпадению. А в Библии точно обозначена дата окончания потопа. Голубь и ворон. В сумме, в цифровом, это голубь и ворон называется 678 в цифрах. Я почему на цифры обращаю внимание и на эти буквы? Потому что, ну, например, ДНК. Недавно мы узнали ДНК. Спираль ДНК. Двойная. И между спиралями мостики. Между двумя спиралями мостики. И мостики идут так, через 10 звеньев, через 5, через 6, через 5 и так дальше.
вот эти мостики между вот полоской, ленточкой ДНК. Когда берешь иудейский алфавит, 10-ю букву, 5-ю, 6-ю, 5-ю получается Яхве. И тогда я вообще сел на цифры. Там очень много есть, но много нельзя публиковать, потому что ударяешь по тому, ударяешь по этому. Вот здесь вот нужно было бы подключаться ученым, но, к сожалению, у меня сил нет ученым говорить эти вещи, потому что они в рамках своей обучаемой или обученной науки. Сами лучшими мозгами. Вот только это я могу сказать. Я знаю, что такое пирамида, что она обозначает, как ее прочитать. Говорить мне нельзя пока. Храм Тхабаирды тоже открыт для изучения. Там все цифры есть. Самое интересное, там даже есть продолжительность Советского Союза, война Великая Отечественная и все остальное. От этих цифр я тоже чуть с ума не сошел. Матрица определенная, цифровая, которая